хотел бы и здесь тоже, пользуясь тем, что сидят знатоки тувинского языка, любители тувинского языка, носители тувинского языка, хотел бы все-таки тогда провести отдельное заседание представителей, ну скажем, на той же ассоциации собраться и обсудить вопрос, как тавалак мендлежер и пайрлежер. У нас оно идет, ну, порой очень даже удивительно. В тувинском языке есть ряд слов и выражений, которые точно и место выражают при встрече людей приветствие. Эки, экиве, экименди, солменди, амргнангар и так далее. Таких слов уважительной формы, которые приемлемы молодому человеку в отношении старшего. Вот особенность в этом заключается, что во многих приветственных словах и словах обращения друг к другу соблюдается даже этикет. Не может молодой человек приветствовать человека пожилого возраста выражением типа «Привет, Теншкажа». Но в тувинском языке есть такое слово, мне даже не хочется его здесь называть. Я еще противник того, чтобы мы говорили но я понимаю, что в современной жизни влияние русского языка есть. Ну тогда еще давайте добавим я считаю, что это просто неудачная калька. Не надо, надо соблюдать нормы, этикет своего родного языка. Если оно неприемлемо и оно звучит достаточно коряво, то лучше туда не входить, а сохранять то, что есть. И у тувинцев, собственно говоря, вы знаете, особо здороваться друг с другом, особенно каждый день, а то в день 2-3 раза не было принято. И до сих пор это живет у наших людей. Но наших детей мы должны учиться тому, что надо хотя бы вот уже по европейскому, по русскому обычаю, один раз в день утром встретился или первый раз встретился, здороваешься. Особенно младший человек со старшим. Этому надо учить, это уже современное влияние. Не будем же мы один раз чоловшужар только на шага. Собственно говоря, в нашем этикете приветствие друг друга, главное приветствие делается именно на шага и особых случаях при встрече после долгой разлуки и так далее. В таких случаях, но сегодня жизнь тоже диктует некоторые свои правила, коллеги, но эти правила не требуют от нас того, чтобы мы слепо копировали даже в приветствиях и в прошании слова кальки, переводные кальки из других языков. И это нам не делает чести. Казалось бы, элементарные вещи, но с них начинается мой родной тувинский язык, наш родной тувинский язык. И здесь мы прежде всего проявляем свое понимание, уважение к своему родному языку и к самому себе. От того, что я сказал, но зато я выражу свое, ну, не очень такое продуманное отношение к своему родному тувинскому языку.